Пицунда-Мюсерский заповедник располагается на 4000 гектарах в прибрежной части Абхазии. Если бы здесь не находился заповедник, вполне вероятно, территорию застроили бы санаториями и пансионатами. А гневка, нанесшая вред самшиту, развязала руки предприимчивым людям. Лакомым куском прибрежной земли заинтересовались многие. Но, по словам председателя Госкомитета по экологии, они рано радуются. Самшит жив. О том, что жизнь в заповеднике продолжается, свидетельствуют, по словам Савелия Читанава, появившиеся на деревьях пока единичные вегетативные листья. Это говорит о том, что стволы самшита живы. Мало того, в подстилке, в подлеске видно, что идет молодые всходы. Уверен абсолютно, что если не будет вмешиваться в эти процессы и скот, и человек, то здесь в ближайшем будущем будет зеленеть молодая самшитовая зеленка. Хозяин пансионата, прилегающего к заповеднику, огородил колючей проволокой несколько гектаров земли, по его словам, из лучших побуждений, чтобы скот не зашел через территорию заповедника, где в неприкосновенности должен расти самшит, на пляж дома отдыха. Вот это я загородил для того, чтобы скот на территории дома отдыха не зашел, и спасти вот эту территорию. Предвосхищая подобные действия, о недопустимости самозахвата заявил председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава. Заповедник – это национальное достояние и не может принадлежать одному, двоим, троим. И потому я об этом обстоятельстве доложил премьер-министру. Я ему показывал, что проведена ограда и что, коль есть один прецедент, оно может и продолжиться в будущем. И потому он предостерег главу администрации Пицунды и дал распоряжение местному отделению МВД о немедленном сносе этого забора. Надо сказать, что сама ограда Пицунда-Мюсерского заповедника, а это более 16 километров, давно требует ремонта. По словам Савелия Читанава, около 50 миллионов рублей потребуется на новый забор. Ограда стала за все это время ветхая, ограда разобранная, часть населением, часть пришла в упадок сама по себе ограда. Премьер поддержал и счел, что это один из необходимых условий для сохранения Пицунского заповедника. Савелий Читанава, комментируя в целом усилия по борьбе с огневкой, подчеркнул, что через неделю начнется второй этап опрыскивания самшитовых насаждений. Тем временем в Бзыбском ущелье уже наблюдается активный лед бабочек. Вскоре они начнут откладывать личинки, из которых вылупятся гусеницы, поедающие листья самшита. Сегодня усилия экологов направлены на то, чтобы не допустить распространения вредителя. Амра Амичба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.